До конца этого года остается чуть больше 2 месяцев. Экономика страны работает в тяжелейшем режиме. Снижение цен на энергоносители снижают поступление дохода в бюджет на 40%. Снижение цен на основные виды нашей экспортной продукции, черные цветные металлы, уголь и так далее. Сельское хозяйство дает рост небольшой, промышленные предприятия, в том числе машиностроение, снизили свое производство. Если проанализировать состояние экономики в мире, в Европе, с восточной стороны в Азии, близкого улучшения ситуации невозможно прогнозировать сейчас. Поэтому мы должны сделать так, чтобы наше население знало такую ситуацию. Это означает уменьшение прибыли наших предприятий казахстанских, значит уменьшение получаемых доходов, возможно сокращение рабочих. То есть наступает настоящий кризис, более сильный, чем 7-9 год. В связи с этим я поручаю правительству проанализировать все это, составить план нашей антикризисной работы, меры, которые мы должны делать, провести при этом и довести до народа, что мы собираемся делать. При этом, как я говорил, мы не допустим снижения социального самочувствия наших граждан. Во-вторых, программа Нурлы жол позволяет имплементировать всю нашу программу занятости для людей, расширить возможность получения новых профессий через увеличение возможностей профессионально-технического образования в стране, и таким образом, чтобы люди могли там же, на этих предприятиях, если это будет необходимо, получить новую профессию. То есть я это говорю, то, что складывается реально из моих встреч в Китае, моих встреч с руководством России, предстоящих встреч с европейскими лидерами, ситуация такая. Все наши предприятия, области не должны сидеть и ждать, что государство сейчас деньгами из фонда зальют их и выручат. Не будет этого. Я запрещаю использовать деньги национального фонда на строительство, на поддержание, на субсидирование плохо работающих предприятий. Этого не будет. Все должны начинать работать из реальных. То есть здесь сразу будет видно, какие производства работают эффективно, какие неэффективны. Вот поэтому мы предложили приватизацию. Еще я хочу сказать всем министерствам, ведомствам, всем акимам областей, городов и районов сейчас подтягивать промышленное производство, чтобы добиться освоения мощности тех предприятий, которые мы построили, подтянуть производство, подтянуть объемы везде, во всех отраслях экономики. Кризис 7-9 года, он был совсем другой. Можно даже сказать, он более легкий, чем сейчас. Нам надо готовиться. Уязвимые слои населения, как мы будем поддерживать, помогать, у нас должна быть полная программа. И субсидировать всех и вся, и богатых, и бедных, надо прекратить. Я полностью согласен. Мы сейчас приступим к разработке мер, которые вы сейчас нам поручили. Да.